Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Уроки дуа. И мы с вами учимся, как правильно просить, обращаться к Аллаху. И тема прошлой лекции мы на протяжении нескольких лекций будем изучать то, как Всевышний принимает наши дуа. И тема прошлой лекции это была иджабату дуа маукуфатун аля таваффури шурут, то есть ответ на наши мольбы основывается на ряд условий. То есть для того, чтобы Всевышний принял наши дуа, мы должны обязательно выполнить условия принятия дуа. И мы с вами приводили аяты, хадисы, которые указывают на ряд этих таких условий. И также мы с вами говорили, что наряду с условиями принятия дуа есть еще преграды, которые встают между нами и между Всевышним, между нашими дуа и Всевышним. И в результате из-за этих преград мы лишаемся чего? Ответа на наши мольбы. Сегодня тема наша «Арбаату асбаб ли иджабати дуа», то есть 4 причины, чтобы Всевышний ответил на наши мольбы. Величайший хадис, который указывает на правила, этикет дуа и условия его принятия, это хадис о сборниках имама Муслима от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Этот хадис мы с вами один раз читали, но сегодня будем продолжать изучать, продолжим изучение этого хадиса. А в начале хадиса посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал нам 2 аята. И первый аят, где Всевышний говорит: «Я айюхар русуль, кулу минат таййибати ва амалу салиха, инни бима та'амалуна алим». То есть я здесь строчку пропустил. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха та'аля таййибун». Аллах является прекрасным, благим. «Ля якбалю илля таййиба». И Аллах не может принимать ничего, кроме благого. То есть, если твое дело благо, Аллах примет это дело. Но если в твоем деле есть зло, что-то нехорошее, неблагое, Аллах не будет принимать это. Ну, как, например, рия, то есть то, что основывается на показуху. Аллах не принимает. Поэтому в судный день Аллах примет только те дела, которые будут считаться благими, прекрасными. А остальные дела, даже если мы думали, что они благие дела, но Аллах определяет, какие у нас дела, так ведь? Поэтому Аллах принимает только благое, потому что Он сам благой, сам прекрасный. «Ва инна Аллаха та'аля», и Всевышний «Амар аль-му'минина бима умира бихиль мурсалин». Аллах приказал верующим совершать то, что Он приказал своим посланникам. И вот здесь уже пророк саллаллаху алейхи вассалям прочитал аят: «Я айюхар русуль», о посланники, «Кулю ешьте минат таййибати», то есть ешьте только благое, то есть халяльное, «Ва амалу салиха», и творите только благое. То есть ешьте только хорошее, благое и совершайте только праведные дела. «Инни бима та'амалуна алим», воистину я знаю то, что вы совершаете. Сура Аль-Му'минун, верующий, 51 аят. Также Всевышний сказал: «Я айюхаллазина аману». В первом аяте обращение было к посланникам, а здесь уже к верующим. «Кулю», то есть ешьте, «мин таййибати ма разакнакум», то есть из благого, то есть ешьте только благое из того, что мы вас наделили, чем мы вас наделили.
То есть Аллах Тааля нам дал ризк халяльный, поэтому ешьте только халяльные. Вашкуру лилля, и благодарите Аллаха, ин кунтум ияху та'будун, если вы являетесь поклоняющимися Ему. То есть, если вы поклоняетесь Аллаху, значит, ешьте только благое и будьте благодарными. Сура Корова, Аль-Бакара, 172 аят. Затем посланник Аллаха упомянул, вспомнил одного человека, Ютилю Сафар, который находился в долгом, далеком путешествии. То есть он уже не первый день, он уже долго путешествовал. И Аш'аф Ахбар, то есть этот человек был с взъерошенными волосами, бородой. То есть, давно у него зеркала не было точно, да? То есть он давно не мылся, может быть. Он путешествовал, долго шел. И Аш'аф Ахбар, то есть он уже давно покрылся пылью, то есть его одежда, его тело покрылось пылью. Ямудду ядайхи иля сама. И он тянет свои руки иля сама, к небу, наверх. И повторяет слова «Я Раб, о мой Господь, о мой Господь». Но, несмотря на это, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал «Ва мат'амуху харам». Но его еда является харамной. «Ва машрабуху харам». И то, что он пьет, является харамным. «Ва мальбасуху харам». Его одеяние является харамным. «Ва гудия биль харам». И он пропитан харамом. То есть он не первый день уже является в хараме. «Фаанна юстаджабу лидалика». И как Аллах может принять его дуа? То есть как Аллах может ответить ему? То есть вот этими словами посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, дал нам понять, что за то, что он ел харамное, пил харамное, одевал харамное и жил в хараме, Аллах не будет принимать, не будет отвечать на его мольбу. И ученые говорят, что этот великий хадис является, то есть мин джауами'иль калим, то есть избранными словами пророка, потому что в отличие не только от людей, а в отличие от всех пророков, посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи, Аллах даровал способность говорить коротко, но содержательно. Поэтому пророк саллаллаху сказал: «Уллимту би джауами'иль калим». То есть Аллах научил меня джауами'иль калим, то есть избранным словам. То есть он говорил только сливки. Это были сливки, молока не было. Если сегодня добавляют еще к молоку, да, много-много воды, то есть кажется, так красиво говорит, а много ненужных слов. Посланник Аллаха, саллаллаху, не только в отличие от людей, а в отличие от других пророков, он говорил очень коротко. Но в его коротких словах, да, было огромное содержание, глубина была. Поэтому это называется джауами'уль калим. Поэтому Риза Фахриддин в сборнике хадисов, который он собрал около 400 хадисов, он назвал эту книгу «Джауами'уль калим шарха», то есть толкование к избранным словам пророка. Потому что на самом деле посланник Аллаха саллаллаху иногда говорил очень коротко, но в этих коротких предложениях, да, ученые книги написали целые, разъясняя эти хадисы. Поэтому в этих словах посланник Аллаха, саллаллаху, указал нам правила дуа, правила этого вида поклонения, указал на условия принятия дуа. Условия принятия дуа. Также он указал нам преграды, то есть то, что мешает нашим мольбам дойти до Всевышнего. То есть есть причины, по которым Аллах не принимает, то есть отвергает наши мольбы, дуа. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с чего начал? Это харамная еда. То есть еда – это то качество, без которого человек не может выжить. Каждый человек, в отличие, например, от ангелов, он
просто вынужден есть. Без еды, питья человек умрет. Но у еды есть свои условия, есть свой этикет. И каждый верующий мусульманин, он должен понимать, что есть еда халяльная, что есть еда харамная. Так ведь? И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда начал перечислять те причины, из-за которых Аллах отвергнет наши дуа, не примет, первое – это харамная еда. Это харамная еда. И на самом деле это является преградой, чтобы наши дуа дошли до Всевышнего Аллаха. И, как говорил Вахаб ибн Мунаббих, рахимахуллах, «Ман сарраху ан ястаджиб Аллаху да'ватаху, фальютайиб ту'аматаху». То есть, кто обрадуется тем, что Аллах примет его дуа, то есть, кто хочет сердцем, душой, чтобы Аллах принял его дуа, пусть он очистит свою еду. Очень важный вопрос еды для мусульманина. Каждый мусульманин должен задавать себе вопрос. Та еда, которую он употребляет, та еда, которую он несет себе в семью, к близким, да, к детям, к жене, является ли это халяльным или же харамным. Мы знаем, что для многих, скажем, этнических мусульман, которые, альхамдулилля, считают себя мусульманами, может быть, веруют в обязательные столпы имана, но пока еще не могут найти в себе силы подчиняться фарзам, то есть обязанностям перед Аллахом, которые Аллах вменил нам в обязанность, и не может сторониться его грехов. Для многих вот это вопрос еды, она очень проблемная. Очень проблемная. Так ведь? Поэтому даже для многих татар, когда начинаешь говорить про еду, что она должна быть халяльной, для многих говорят, так ешьте, это же не свинина. Да? Хотя сами они и свинину едят. Поэтому, к сожалению, это огромная проблема. Огромная проблема, которая лишает нас чего? Даже ответа на наши мольбы. Поэтому особенно вот имамы, которых приглашают на никахи, на разные маджлисы, домой, на застолье, да, они должны обязательно задавать этот вопрос. Не тогда, когда он уже сидит за этим столом, а когда его уже приглашают. Он должен предупреждать. Он должен говорить им, объяснять, что да, я приду к вам, но ваша еда, все продукты, которые вы будете использовать, там, неважно, для салатов, для супа, да, ну, там проблема с мясом, мы прекрасно понимаем. Приглашая мусульманина, хазрата, никто там бутылку ставить не будет. Поэтому вся проблема в мясной продукции. Так ведь? Поэтому все это нужно объяснять. И это, кстати, очень хороший рычаг воздействия на людей. Потому что вот еще лет 10-20 назад, когда многие не понимали, сейчас говорят, конечно, мы там с халяльного бахатле берем, там, или там с мечетского магазина берем, там все халяльное. Многие сейчас, ну практически 99%, они прямо говорят, все у нас как положено, мы правильно берем, да? Или там спрашивают, а где брать мясо, где эти халяльные колбасы брать? А раньше вот проблема была, и вот мы как раз об этом и говорили. Вы для чего нас приглашаете? Просто угостить? Нет, чтобы вы дуа делали, чтобы вы никах почитали. А вы хотите, чтобы Аллах принял ваш никах? А вы хотите, чтобы те дуа, которые сделает за вас имам, Аллах принял? Конечно, хотим, мы поэтому и приглашаем вас, тогда сделайте так, чтобы все было халяльно. Потому что набить живот харамным, а потом поднять руки и просить что-то у него, да, это бессмысленно. Это бессмысленно. Как вот у тебя там харам, а ты что-то еще просишь у Аллаха. Аллах, дай мне рай, Аллах, прости меня, Аллах, прими там то-то, 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 да. То есть человек должен понимать, что у него должно быть все халяльное. И то, что он кидает вот в этот мешок харамную еду, это однозначно лишает его мольбы ответа. Вот это первое. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сразу сказал. То есть, да, он создал все причины, сейчас об этом поговорим.
Несмотря на то, что все причины есть, и руки он поднял, и правильно обратился, он к Аллаху обращается, и смиренность есть, и униженность есть. Он же с ерошенными волосами, весь в пыли, да? Но еда харам, все, это лишает его. Вамашрабуху харам, то, что он пьет, харам. И поэтому это нужно объяснять людям. Это нужно объяснять нашим знакомым, нашим родным, семьям, что без этого Аллах не примет наши дуа. Все хотят, чтобы Аллах дуа принял. Все просят у Аллаха, даже те, которые намаз не читают, да? Может быть, не выполняют свои обязанности перед Аллахом, но всем хочется просить, хотя бы когда плохо им. Но если нам нужно объяснять людям, что если ты хочешь, чтобы Аллах принял твой дуа, так очисти свой желудок, очисти себя от харамного. И тем более сегодня, субханаллах, не надо искать где-то там, не надо ездить куда-то в деревня, в арабские страны за халяльным мясом. Там. Я помню, в 95-м году, когда я последний раз колбасу съел, не халяльную, только на намаз стою, 15 лет, я там сказал: я раббым, вот сейчас последний кусок съем и все, больше никогда в жизни колбасу не буду есть. Я же не знал тогда, что через год уже халяльную колбасу сделают, так ведь? И сейчас заходишь в некоторые магазины, супермаркеты, субханаллах, там в каком-то магазине я посчитал 44 вида халяльной колбасы. Просто вот взял, не поленился, 44 вида халяльной колбасы. Какой тебе надо? Даже та есть, которую ешь и худеешь. Это, не знаю, правильно нет. То есть халяль, альхамдулилля. И не надо прямо так сомневаться, а это вот халяль или не халяль. Есть имамы, есть устазы, есть братья, которые на себя берут ответственность, которые прямо ездят туда на производство, заходят, у них пропуска есть, их одевают вот в эти специальные формы, они заходят, они прямо проверяют все, они пишут правила перед тем, как давать сертификат. Я вот про сертификат ДУМ-РТ говорю. Там есть, сейчас не буду называть имена этих хазратов, вы их знаете, они там такие придирчивые в этих вопросах. Они говорят: нет, все, не халяль. Даже иногда мы, обычные имамы, говорим: может быть, немножко этот уж, давайте помягче с ними. Нет, говорит, все, не халяль это. То есть очень жесткие ставят правила. Машаллах, поэтому не надо везде ходить. А это халяль, не халяль там. Все, как бы духовное управление берет это на себя. Поэтому, машаллах, есть все возможности. Что тебе надо? Так вот я хотел там какой-то салат сделать. Так сделай. Так там вот какая-то там ветчина нужна. Да, она есть, халяльная, есть все. Даже в больших гипермаркетах все уже продают. Есть отдельный магазин. Не на правах рекламы говорю, да? Халяльный, бахатле, например. Да? Что тебе надо? Зайди, купи. Поэтому это очень важно. И это надо объяснять людям. Потому что есть харам, а потом поднимать руки и просить у Аллаха. Это разве? Даже был у меня такой случай, в 90-х еще. Когда на никах пришел, а там колбаса прямо, там оливье, там зимний салат, как называется. Прямо, я точно знаю, что в этом селе халяльной колбасы не было еще в те годы. Я точно знаю. Я поэтому так тихо-тихо подошел к хозяйке. Я говорю: просто уберите вот это. Уберите, это не халяль. Вот же у вас халяльное мясо, все есть. Она такая заходит, говорит: уберите вот эти салаты. Сейчас хазрат уйдет, потом съедим. Говорит. Просто вот прошло сколько лет? 20, может быть, 23 года, 24 года, да? С того дня. У меня до сих пор вот как комок в сердце сидит. Вот. Дал ли благословение Аллах этому никаху? Это же... Разве мне нужно, чтобы ее дети жили благополучно? Да? Это же им надо. Значит, выполни условия. Выполни условия. Поэтому это очень важно. Это первое. И когда вот некоторые начинают жаловаться, да, про вот то, что там это нельзя, то нельзя. Я говорю: это глупость ваша. И это наущение шайтана. Шайтан всегда заходит вот через дверь ограничений. Может быть, и наша безграмотность. Потому что мы же зачастую именно начинаем с этого. Там человек направо, нет, направо нельзя. Налево тоже нельзя. Сюда тоже нельзя. Садиться нельзя.
Там, а что делать? Это нельзя, то нельзя. Надо начинать. Пророк ﷺ не с харамов начал, мы знаем, так ведь? Харамы это только в Медине еще были ниспосланы. Поэтому я вот бывает так даже вот просто говорил, вот давайте там, ну кто недовольный, вот это нельзя, то нельзя, что есть тогда? Я говорю, субханаллах, возьмите лист бумаги А4, взял. Я говорю, возьми ручку, он взял, ну, где-то в офисе сидит. Я говорю, пиши давай, что нельзя. Давай, что я говорю, свинину нельзя. Ну, мы же бедные, все страдаем уж мусульмане. Да, не можем насладиться жизнью, пусть Аллах меня простит за эти слова. Ну, они вот так думают, да, что мы там свинину не кушаем, колбасы некоторые не кушаем, ну, все подряд. И все мы там, все там страдаем, бедные, да, что нас пожалеть надо. Я говорю, да, напишите, свинину нельзя, да. Я говорю, ну, что еще нельзя? Ну, мертвечину нельзя, да. Ну, про собак, про кошек у нас никто об этом не спрашивает. Хотя, может быть, в каких-то народах там тоже надо доказывать, что собаку нельзя есть. Это неправильно, да? Но он написал, свинина там, ну, что-то мертвечина нельзя. Ладно, я говорю, давай сейчас пиши, что можно. Мы пока писали, там уже на странице мест не осталось. То есть написали вот посередине то, что нельзя. Ну, можно красной пастой, да, написать, а потом можно другой пастой. То есть что можно? Говядина, баранина. Там пошли, там перешли там на охоту вышли уже, там лось, олень, ну, если там этот есть, ну, как там, разрешение есть, да. Все, дальше пошли там, мир птиц начали осваивать. Да, что там можно, там на полстраницы. То есть тебе мясного не хватит, ну давай тогда океаны, моря, там начали рыб перечислять, да. То есть если выйти еще с ханафитского масхаба, там еще можно эти всякие кальмары, осьминоги. То есть вот, ну мы в пределах ханафитского масхаба стоим. И вот на самом деле на странице не осталось места. Куда бы написать еще, еще осталось, животный мир еще не весь, то, что халяль. Поэтому это просто шайтан. Но мы должны заходить, когда кого-то воспитываем, кого-то призываем, нужно заходить через те двери, которым они заинтересованы. Вот каждому хочется, чтобы их дуа Аллах принял. Тогда давай, бисмилля. Очисти свой желудок. Вот самый первый, пророк ﷺ сказал, это аклюль харам. Употребление в еду запретного, это является причиной того, что Аллах будет возвращать наши дуа обратно. Поэтому Вахаб ибн Мунаббих, возвращаемся, да, он сказал, если кто-либо хочет из вас, чтобы Аллах принял его дуа, пусть он очистит свою еду. Очистит свою еду. И был такой сподвижник, великий сподвижник, полководец Саад ибн Аби Ваккас, рады Аллаху анху. Вот другие сподвижники, они всегда замечали, они были очень внимательными, что дуа у этого сподвижника всегда принимались. Вот Саад ибн Аби Ваккас, когда делал какой-либо дуа, Аллах принимал его дуа. И другие сподвижники, они это прекрасно видели. И как-то раз они подошли к нему и спросили, почему, говорят, вот, может быть, это табигыны были, да, вот из всех сподвижников посланника Аллаха, вот мы знаем, что твои дуа принимаются. В чем причина? И он сказал, я никогда не поднимал ко рту, не преподносил ко рту, даже люкматун минат тагам, то есть люкма, это кусочек еды, который берешь вот 3 пальцами. Ну, раньше, получается, ложек не было, и люди кушали руками, так ведь? И чтобы кто-то не съел все, пророк ﷺ учил 3 пальцами, 3. Не так, да, там же можно все взять и никому ничего не оставить. И поэтому в хадисах мы часто встречаем это слово люкма. Например, пророк ﷺ сказал, «Би-хисби ибн Адама лукаймат». То есть, чтобы человеку нести свой позвоночник, да, спину выпрямлять, носить, хватит люкаймат, несколько кусочков, то есть люкаймат, вот эти лукма, несколько хватит.
Поэтому, когда спросили у Саад ибн Аби Ваккаса, он сказал: я никогда не поднимал, не преподносил ко рту даже люкма, вот такой величины еды, пока не знал, откуда эта еда пришла. То есть тут речь не идет о чем? Свинина, это не свинина, да? То есть он ел только халяльный. Но даже та халяльная еда, которую он преподносил ко рту, он узнавал, откуда она пришла. Может быть, она пришла через неправильный путь, через путь воровства, грабежа, по-разному, разные причины, может быть. Поэтому мы знаем, что еда, она может быть харамной, запретной по двум причинам. Первое, это по природе сама еда харамная, как свинина, мертвечина, да? А второй вид харамной еды – это путь, то есть тот путь, через который он пришел к тебе, он харамный. То есть даже хлеб, мы прекрасно понимаем, он может быть для тебя харамным, если ты его, например, украл у кого-то. Так ведь? Даже, например, там, не знаю, многие же там думают, что это такое святое мясо, да, жертвенных животных на хурбан. Если он украл это харам. Потому что тот путь, через который он пришел к нему, она пришла еда, это харамное. Поэтому вот в этом был секрет того, что Аллах принимал дуа у Саад ибн Аби Ваккаса. Значит, харамная еда, харамное питье, харамная одежда, да? Все это также харамные дела. То, что человек совершает, явные харамные дела. Все это является причиной лишения человека чего? Ответа на свои дуа. То есть он должен это прекрасно понимать. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда перечислил еда харам, и питье харам, и одежда харам, он сказал, как Аллах может ему принять, как Аллах может ему ответить. Аллах не будет ему отвечать. Поэтому единственное исправление этого положения – это тауба. Это тауба, это покаяние. Человек, который очень заинтересован, чтобы Аллах принял его дуа, но он еще не нашел в себе силы, богобоязненность, таква оставить харамную еду, питье и так далее, он должен покаяться перед Всевышним. Он должен оставить свои грехи, он должен вернуться к покорности Аллаху. Он должен быть покорным Аллаху. Он должен употреблять только халяльное. И то, что он будет очищать свою еду, свое питье и свою одежду, что касается одежды, тут и все, что окружает нас. И тот диван, на котором ты сидишь дома у себя, да, и тот холодильник, с которого ты вытаскиваешь халяльную еду, да, и та машина, тот конь, на котором ты ездишь, да, все это должно быть халяльным. Если что-либо из харама заходит тебе в дом, тебе в имущество, одежда, еда, питье, это будет причиной чего? Причиной того, что Аллах лишит тебя ответа. Поэтому Аллах, Он обещал нам отвечать на наши мольбы. Астаджиб лякум, я вам отвечу, просите у меня, взывайте ко мне, я вам отвечу. Но есть причины лишения нас наших ответов за наши дуа. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. И также давайте хадис, вернемся к хадису. В этом хадисе мы видим 4 причины, 4 великие причины принятия нашего дуа. Первое. Пророк, алейхиссаляту вассалям, когда упомянул мужчину, он сказал «ютилюс сафар», то есть он был в долгом пути, в долгом путешествии. Значит, сафар, мусафир, то, что человек путник, это является причиной принятия его дуа. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Фалафу да'аватин», 3 мольбы, 3 дуа, мустаджабат,
ла шакка фихинна. Все они три, на них будет отвечено. То есть Аллах ответит на эти три молитвы, мольбы, несомненно. Аллах несомненно ответит. Первое, да'ватуль мазлум. Первое это дуа притесненного, дуа обиженного. Мазлум есть залим, то есть залим это тот, который притесняет других, который обижает других. А есть мазлум, страдательный, да? То есть получается это тот, на кого падает зулим, то есть кого обижают, кого притесняют. И вот мы знаем, что об этом у нас будет еще отдельный урок, да? Чтобы далеко не уходить. Мазлум, то есть притесненный человек, если он будет делать дуа, Аллах примет его. Поэтому каждый раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял кого-либо из подвижников куда-либо, да, в какую-то страну, какое-то селение, какому-то народу, он давал ему насихаты. То есть то, что, вот, например, Муаз ибн Джабаля, когда отправлял в Йемен, да, к обладателям Писания, он говорил, вот начинай с этого, там, с единобожия, с намаза и так далее. И он говорил, иттаки дахватуль мазлум. То есть сторонитесь мольбы притесненного, потому что нет преграды между мольбой притесненного и Всевышним Аллахом. Поэтому правило таково, что если залим обидит кого-то, вне зависимости, он это мусульманин или не мусульманин, да, его дуа примется. Аллах примет его дуа. Поэтому пророк саллаллаху алейхи всегда говорил, сторонитесь, остерегайтесь мольбы притесненного, потому что Аллах обязательно примет. Дахватуль мазлум. Ва да'ватуль мусафир. Вторая мольба, мольба путника, мусафира. И ва да'ватуль валиди ли валядихи. И третья мольба, которая несомненно примется, это мольба родителя, одного из родителей, за своего дитя, за своего ребенка. И в другом риваяте, это уже риваят от Тирмизи, вадa'ватуль валиди аля валядихи. То есть Тирмизи еще добавил, что пророк саллаллаху алейхи еще сказал, также мольба родителей против своего ребенка, против своих детей. То есть за детей и против своих детей. Поэтому ученые предостерегают, как бы иногда дети не доводили нас, да, ни в коем случае нельзя проклинать, нельзя делать дуа против детей, потому что в гневе человек может иногда сказать такие слова, что, ну, за которые, может быть, потом всю жизнь ему придется каяться. И таких людей очень много. И в мечеть приходят иногда. Вот. Поэтому три человека. У них дуа принимается. Дуа, мольба притесненного, мольба мусафира и мольба родителей за своих детей или же против своих детей. Поэтому чем дольше путешествие, тем и трудностей больше, и проблем больше, тем человек устает больше, и тем его дуа будет ближе к Аллаху. Ближе к Аллаху. Ну, почему мольба путника принимается? Там много причин. Почему мольба родителей принимается? Об этом, иншаллах, у нас будет отдельный урок. Значит, первое. Первое – это путь. Путь, путешествие является причиной. Поэтому тот мусульманин, который находится в пути, он должен пользоваться этим. Пользоваться. Потому что его дуа, иншаллах, принимается. Вторая причина. Ан якуна мутавадиан, мутадаллилян. Это смиренное состояние, положение человека. Униженное положение человека. То есть аш'аф агбар. Пророк саллаллаху алейхи сказал, его волосы и борода были растрепанные, и он весь был в пыли. То есть его вот это униженное положение, его смиренность перед Всевышним, его мескенлик перед Всевышним, да, альхамдулилля, является причиной того, что Аллах примет его дуа. Примет его дуа. Поэтому, когда мусульманин дает оценку кому-либо, он никогда не должен смотреть только на внешний вид человека. Потому что
он может показаться для нас таким весь скромным, униженным даже, да, мискином, а может быть его дуа быстрее всех дойдет до Всевышнего Аллаха. Мы не знаем. Поэтому вот вторая причина, на которую указывает этот хадис, это вот это униженное, смиренное, степенное, покорное состояние, слабое состояние человека. Поэтому, когда дуа делаешь, вот так никто так прямо высокомерно он никогда не будет делать. И во время намаза мы не так смотрим, а вот туда вниз смотрим, да? И руки ставим так, что это показывает нашу смиренность. Поэтому во время дуа мы должны показать свою смиренность, свою слабость перед Аллахом. Ты не на поле боя перед врагом, да? Когда там меч, это все, да? Твое могущество, сила. Нет, ты перед Аллахом. Оставь свою гордыню, оставь свои силы, там, эти способны, ты мискин, ты слабый, униженный. И Пророк ﷺ говорил: «Рубба ашаф ахбар мадфу'ун бил абуаб лау аксама аля Аллахи ла абарра». Быть может, говорит, вот этот растрепанный, вот этот покрытый пылью, которого отгоняют от дверей, то есть, когда он приходит к какой-либо двери, кому-то, да, постучит, его увидят, так, иди отсюда, иди отсюда. Ну, обычно кого так отгоняют? Ну, мискинов, факиров, которые просят, да. То есть, если человек придет там в дорогом костюме, там, в дорогой машине, все равно, то так, а что он пришел ко мне, да? Открывает двери, разговаривает с ним. А когда человек просит, его все отгоняют. И Пророк ﷺ сказал, и вот этот растрепанный, покрытый пылью, мадфугун биль абуаб, которого отгоняют от дверей, лау аксама аля Аллахи ла абарра, когда он клянется Аллахом, Аллах выполняет то, что он говорит. То есть Аллах принимает его дуа. Поэтому сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда выходил просить у Аллаха дождя, Ибн Аббас говорит, Абдулла ибн Аббас говорит, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выходил просить у Аллаха дождя, он выходил мутабаззилян, мутавадиан, мутадарриан, то есть он выходил униженным, он покорным, смиренным выходил. Даже по сунне мы знаем, он снимал плащ и одевал его наизнанку. То есть некрасивой стороной, да, как он, например, гостей, делегации встречал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да? Нет, ты идешь к Аллаху просить у него, и поэтому он одевал наизнанку. И вот про это очень интересно в тафсире сура Юнус говорится. Вот помните, да, сура Юнус, когда он, узнав, что надвигается беда с небес к его народу, он начал предупреждать их, но его не послушали, и он покинул их, так ведь? И вот тогда Аллах дал им тауфик. И в тафсире говорится, что его народ снял все свои вот эти красивые одеяния, да, и мужчины, и женщины, и они начали заворачиваться вот в эту, как называется, мешковину, вот в эту грубую, некрасивую, но очень смиренную, да, униженную одеяние, и они вышли так делать таубе. И они так, даже мужчины забирали у матерей детей, чтобы и дети плакали, чтобы и жены плакали, даже у животных забирали детей, чтобы и животные плакали. Вот это была, как сказать, такая церемония покаяния, таубе. И Аллах остановил наказание. Это единственный случай в истории человечества, когда уже наказание, оно отправилось от Аллаха, и Аллах остановил это наказание. Это вот как раз народ Юнусу, алейхиссалям. Поэтому вот оно, состояние, положение поклоняющегося, смиренного раба. И вот эта причина у этого мужчины была. Так ведь причина была. То есть его смиренность. Поэтому, когда ты говоришь Аллаху что-то, рассказывай ему про свою слабость. Не говори: Аллах, я сам могу. Или там, как в хадисе, да? Нельзя просить у Аллаха: Аллах, прости меня, если захочешь. А если нет, так не прощай, что ли? Нет. Нет, у нас нет других. Мы погибнем, если Аллах не простит нам. Поэтому
надо просить смиренно, надо просить униженно. Только перед Аллахом. Мы все слабые перед Ним. У нас нет никаких сил, никаких возможностей нет. Даже я у кого читал, Фудайль ибн Гаяд, по-моему. Фудайль ибн Гаяд, он, рахимахуллах, он когда обращался к Аллаху и просил тауфик за своего сына, да, он говорил: о Аллах, я не могу с ним справиться. У меня нет сил с ним справиться, и только ты можешь его воспитать. То есть, конечно, он не оставлял его без воспитания, но он прекрасно понимал, что если Аллах не даст тауфик его сыну, то он не сможет ничего с ним сделать. Поэтому вот эта слабость, признание своей слабости, вот эта смиренность твоя, покорность, униженное состояние является причиной того, что Аллах примет твой дуа. Третье. Муддуль ядайни иля сама, то есть протягивание рук. Мы знаем, что это является общим правилом, общим этикетом дуа. Кроме как тех мест и положений, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас не поднимать руки или указал на то, что здесь не надо поднимать руки. Если нет такого правила в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что вот здесь лучше не поднимать руки, тогда поднимать руки в любое время это общие правила, общий этикет дуа. То есть некоторые братья, они говорят, что нужен далиль, что здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимал руки. Нет, это общие правила. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это хадис от Сальман аль-Фариси, радийаллаху анху: «Инна Аллаха хайюн каримун, ястахи мин абдихи ида рафа ядайхи ан яруддахума сифран хаибатейн». То есть это общее правило. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: воистину Аллах, Он является стеснительным, щедрым. И Аллах стесняется своего раба, когда тот поднимает, тянет к нему руки, оставлять вот эти руки пустыми. Пустыми. То есть, когда к нему тянутся руки, мы просим у Аллаха, да, с протянутой рукой, как говорят, вот говорят, ходят с протянутой рукой. Вот с протянутой рукой, но только к Аллаху, перед Аллахом, да, Аллах стесняется оставлять эти руки пустыми. То есть не принимать наши дуа. Аллах стесняется. То есть это общие правила для дуа. Но есть некоторые моменты, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не поднимал руки. Например, во время хутбы. Если, конечно, это не было каким-то бедствием, какая-то засуха, когда мы знаем, что он здесь поднимал руки здесь. Поэтому вот так общие правила. Человек в любое время может между намазами, как раз те времена, когда принимается дуа, да, между азаном и икама. То есть он может просто поднять руки, и это будет причиной того, что Аллах примет его дуа. Вот поэтому он протягивал руки вверх, так ведь? Но правило такое, что эта сторона, получается, наши ладони смотрят или наверх смотрят, или же можно на лицо. То есть не так, а вот или наверх ладони смотрят, или на наше лицо. Ну, когда уж просит, оно может так, там, прямо уж такого нет, он не должен сюда, он просто должен вытянуть и уже просить у Аллаха. Или на лицо можно, или наверх, вот так говорят. Это вторая причина. Третья причина. И четвертая причина – это обращение к Аллаху через Его великое имя. Одно из Его величайших имен – это Ар-Рабб, Раббун, Господь, Господь, Раббуль Алямин. Так ведь? И как раз в этом хадисе говорится, что он поднимал руки и говорил: «Я Рабб, Я Рабб». То есть он повторял: «О мой Господь, о мой Господь». И вот это тоже является великой причиной того, что Аллах услышит наши дуа и примет. Ато, рахимахуллах, то есть это величайший ученый, жил во время табигинов. И вот он говорил такие слова: «Абдун, ма каля абдун я Rabbi саляса маррат». Если раб 3 раза скажет «Я Раб, Я Раб, Я Раб» во время своего дуа, «Илля надар Аллаху илейхи»,
Аллах обязательно посмотрит на него. Аллах обязательно посмотрит на него. То есть обязательно услышит, то есть значение примет его дуа. И когда вот эти слова Ато, рахимахуллах, рассказали Хасан аль-Басри, это уже другой величайший ученый из числа табигинов, да? То есть они сказали, в чем основа, где основа этих слов Ата? Он сказал, «Ама такраун аль-Кур'ан», неужели вы не читаете Коран? То есть основа этих слов в Коране. И он прочитал аяты сурат Аль-Имран 191 до 195, где Всевышний говорит, «Аллазина ядкуруна Аллаха кияман ва куудан ва аля джунубихим», те, которые восхваляют Всевышнего Аллаха, поминают Всевышнего Аллаха кияман, стоя, куудан, сидя, ва аля джунубихим, и на своих боках, ваятафаккарун, и размышляют фи халқи самавати валь ард, в сотворении небес и земли, и говорят, «Раббана, о наш Господь, ма халякта хада батиля». Ты все это не создал понапрасну. То есть ты все это создал с великой целью, да? Субханак, ибо ты пречист от всех недостатков, факина гадабаннар, и спаси нас от адского наказания. Это 191 аят. 192 аят. Раббана, Раббана, иннака ман тудхилин нара, факад ахзайта, о наш Господь, кого ты введешь в ад, факад ахзайта, того ты опозоришь. То есть он будет опозорен. «Вамали залимина мин ансар», и ты не найдешь помощника нечестивцам. 3 аят. «Раббана, о наш Господь, иннана сами'на мунадиян юнади лил иман». Воистину мы услышали того глашатая, который призывает нас к иману, «Ан амину би раббикум фааманна», который говорит, уверуйте своего Господа, фааманна, и мы уверовали. «Раббана», вот еще раз повторяем, Раббана, о наш Господь, фагфир лана зунубана, прости нам наши грехи, вакаффир анна сайяатина, ватаваффана ма'аль абрар, то есть прости нам наши прегрешения и упокой нас ма'аль абрар, с благочестивыми, то есть дай нам возможность умереть из числа благочестивых. Следующий аят. Раббана, о наш Господь, ваатина ма вагаттана, это вот 194 аят. И 195 аят «Фастаджаба лахум раббухум». И их Господь, что? Ответил им. Им ответил. То есть вот в этих аятах как раз есть доказательство слов Ата, радиаллаху анху. И мы знаем, рахимахуллах, мы знаем, что большинство всех дуа, которые мы находим в Коране, начинается как? С каких слов обращения? Именно «Раббана». Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана. Так ведь? Раббана гфирли, вали валидайи, валил му'минин. Ибрахим делал дуа. Нух алейхиссалям так делал. Поэтому большинство тех дуа, которые мы находим в Коране, именно начинается с слов Раббана. О наш Господь. Фастаджаба лахум раббухум. И их Господь ответил им. Поэтому вот это и надо, когда мы обращаемся к Аллаху, надо использовать вот это обращение больше и больше. Потому что, кто может решить наш вопрос, кроме как Господа небес и земли, кроме как Господь небес и земли. Так ведь? Поэтому было еще высказывание одного ученого, сейчас скажу. Имам Малик, основатель маликитской школы, да, величайший ученый исламской уммы, когда он услышал во время дуа, когда один говорил «Я сайиди», то есть «О мой сайид», то есть «О мой господин», как бы, он сказал, говори «Я Рабби», скажи «О мой Господь», «Кама калатил анбияу фи дуаихим», так же, как пророки говорили во время своих дуа. Поэтому не говори «Сайиди», а говори «Я Рабби». Вот, поэтому вот это 4 причины, на которые указывает этот великий хадис. Ютилю сафар, долгое путешествие, аш'аф ахбар, то есть с взъерошенными, растрепанными волосами. Но это не значит, что надо, вот сейчас мне дуа надо делать, ну-ка же надо, это, да? То есть, мы должны понимать, что этот хадис указывает, эти слова указывают на
скромность человека, на смиренность человека во время дуа. То есть мы должны быть смиренными. И как я помню, один шейх или этот устаз, когда один из студентов, во время мадраса так сидит, просит, он такой немножко, говорит, поскромнее сядь, говорит. То есть, понятно, много надо, да, скромнее надо быть, смиреннее. Вот. Поэтому смиренность, ашфаф ахбар ямудду ядайхи иля сама, протягивает руки, да, это причина, и повторяет я Рабби, то есть нужно повторять я Раббам. Но этот хадис также указывает на то, что какие бы причины ты ни создавал, если есть преградой харамная еда, питье, харамное имущество, это будет причиной того, что Аллах не примет твои дуа. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Так, завтра пост. В группах Салимжан Хазрат писал, нет? Ифтар будет? Будет, иншаллах, ифтар. После намаза сразу. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.